Доброе утро. Да, доброе утро, уважаемые телезрители. Якутия-24 вновь день наступает, как это, в принципе, установлено законами природы и жизни. Новый день настает, мы вместе с ним просыпаемся, вас встречаем здесь, на канале Якутия-24. Программа «Утро Якутии». Екатерина Винокурова, Павел Танин. Тем временем на календаре, Кать. У нас уже 7 сентября. Да. Кстати, вот что означает семерка для многих? Это такое число удачи. Ну да. Почему, интересно, так пошло? Вообще мы, прежде чем начать эфир, добираясь на работу, с Катей обсуждали вопрос, откуда берутся всякие приметы из разряда «упала ложка-вилка». Возможно, цифра 7 что-то из того же разряда. Когда-то где-то у кого-то что-то совпало, и цифра 7 стала числом вот таким сакральным. Ну, может быть, все-таки есть в ней какая-то действительно магическая, мистическая составляющая, потому что семерку действительно ассоциируют с удачей. Ну и помимо этого, как бы символизирует разум и порядок она. А еще, знаешь, вот часто случается в жизни такое, люди, рожденные 7 числа, часто становятся философами, различными мыслителями, поэтами, очень творческими людьми. С живым таким воображением, что называется. Вот. Ну, вообще говорят, что люди, рожденные 7 числа, немного такие, так сказать, как это будет правильно, многогранные в плане того, что немного... Не знаю, как это правильно сейчас сформулировать на ходу, но немножко странные, может быть, местами. Но, тем не менее, действительно, ты правильно сказала, что из них получаются достаточно выдающиеся и музыканты, в том числе, в общем, творческие люди. И, пользуясь случаем, мы поздравляем всех именинников этого дня. Пусть у вас все всегда в жизни будет получаться. Да, но тем временем эфир нужно начинать, мы его начинаем. О чем же мы сегодня будем говорить? И говорить, как всегда, будем много чего интересного, полезного, самое главное. И постараемся настроить вас на рабочий, позитивный лад сегодняшнего дня. Так, к примеру, в республике реализуется карта жителей Якутии. Наверное, многие они уже наслышаны. Что это за проект и какую выгоду можно получить от него, мы поговорим с нашим гостем, представителем Алмаз-Эргейн-банка. Новые технологии в образовании. К чему могут привести использование новых технологий нынешнюю молодежь? Также в столице региона стартует семинар совещания о возрождении и сохранении сакральных и исторических мест. И сегодня гостями нашей студии станут его участники. Узнаем про важность этого семинара для деятелей культуры. Ну а ко Дню города планируется проведение ряда крупных фестивалей. О них мы подробно поговорим с представителями мэрии. Так что будьте с нами, вместе с нами. Не забывайте нам писать и подписываться на наш телеграм-канал. Да, подписаться на него очень просто. Сейчас видите QR-код на своем экране. Достаточно его отсканировать камерой вашего смартфона и сразу туда попадете, нажмете кнопку «Присоединиться». Она, по-моему, все-таки в Телеграме называется. Ну и номер телефона, куда можно отправлять свои идеи, возможно, для наших сюжетов, для наших материалов. 8 914 273 4488. Все мы обязательно прочитаем. И по возможности, если это какое-то поздравление, привет, может быть, или хорошая новость, которой хочется поделиться, по возможности мы ее еще и в эфире также зачитаем. Ну а далее знакомимся по традиции с погодой на день сегодняшний. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 4-9 градусов тепла. В Заречной группе 9 и 12, в южных 6 и 9, в Вилюйской группе до 4 градусов, в Нижнеленских до 7, в западных 2 и 4 градуса, в Колымыдигирской группе 5 и 14, в Янских 4 и 8 градусов, на северо-западе 3 и 5 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 9 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают синоптики дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 10 и 12 градусов тепла. Мы уже достаточно обширно поговорили про число 7 на календаре, больше, чем про любое другое число на календаре, вообще за все наши эфиры. Вот. Но помимо этого стоит узнать вообще, какими событиями сегодняшний день запомнился, и это мы узнаем прямо сейчас из нашего следующего материала. На календаре 7 сентября. Сегодня отмечают День салями, День сумчатого волка, День рассказывания историй о летних путешествиях, праздник барабанщиков.
По народному календарю в этот день чтут память апостола от 70 Тита, епископа Гортинского, родом из острова Крита. К этой поре начинаются сильные листопады, что дало вторую часть названия праздника. Начинается активный сбор грибов. Люди встают на заре и отправляются в леса, где опытные грибники учат младшее поколение различать съедобные и ядовитые грибы. По народным традициям в этот день почитают лесовичка-боровичка, лесного жителя, который помогает грибникам. Хороший урожай белых грибов предвещает холодную осень. События в этот день. В день 25-летия Бородинского сражения в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного храма Христа Спасителя. В 1928 году в СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени. В Москве открыт памятник Юрию Долгорукому. В этот день, в честь 800-летия Москвы, в столице одновременно заложены 8 высотных зданий различного назначения, так называемые сталинские высотки. Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. В этот день родились Елизавета I, английская королева, последняя представительница династии Тюдоров; Александр Куприн, русский писатель; Изабелла Юрьева, советская эстрадная певица, королева старинного романса, народная артистка России; Эдуард Асадов, советский поэт, прозаик. Ну а сегодня в Якутске стартует межрегиональный семинар совещания «Сакральные территории. Опыт изучения и сохранения». Это важное событие для деятелей искусства и культуры. Ведь вопросы сохранения исторических и сакральных мест и объектов в последнее время являются очень актуальным. И с этой целью в эти дни столица региона становится площадкой проведения этого семинара. И сегодня у нас в гостях Сергей Ачурдяпов, начальник инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, и Николай Макаров, руководитель департамента Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Сергей, первый вопрос вам. Мы знаем, что вы не в первый раз в Якутии. Да. Вообще, расскажите о вашем первом визите и что, на ваш взгляд, изменилось за это время? Ну, первый раз я побывал в Республике Саха-Якутия в 2004 году, участвовал в конференции по тюркским языкам. Была большая конференция. Приезжал в феврале. Помню, жуткий холод, туман, вот, и очень много гостей было. И, естественно, гостеприимный якутский народ. Вот. Прибыв сейчас, разница очень сильно ощущается, тепло, красиво. Город очень сильно развивается, с того времени не узнать его даже, но при этом сохраняет свой колорит и самобытность. И сохраняет исторический объект, историческую часть города. Это здорово. Николай, ну, наверное, стоит поговорить, да, о событии, да, о значимости семинара совещания. Вот, что конкретно, какие вопросы будут подниматься, сколько вообще представителей, гостей? Да, в начале года, когда мы планировали проведение Года культурного наследия народов России в Республике Саха, мы внесли предложение провести такого рода семинар совещания, понимая, что без сохранения наших исконных территорий, сакральных мест, связанных с историей и культурой народов Якутии, вообще развивать культуру, свою историю изучать сложно. В настоящее время у нас насчитывается 47 сакральных территорий, связанных с историей и культурой народов Якутии, но их еще больше, их тысячи и тысячи должно быть. Поэтому мы хотим усилить это направление, а как усилить, мы хотим поделиться с опытом наших родственных республик, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Алтай, и мы благодарны нашим коллегам, что к нам они присоединились. Завтра мы проведем конференции, где будем обсуждать, и по итогам конференции примем единое мнение, как нам следует работать по защите наших исконных сакральных территорий. Ну, а что из себя конкретно представляет вот выражение «сакральные места»? Самое большое количество достопримечательных мест, так именно юридически мы их называем, находятся на территории Тулагина-Кельдямского наследия. Их 16. Они все связаны с историей народа Саха, то есть с приходом Эллея, его сыновьями, его внуками. Например, есть там место Алас Марджей, место, где жил князь Марджей.
у него было 4 сыновей, которые стали потом родоначальниками крупных лусов, как Мегинский, Усалданский, Намский и так далее. То есть вот такие территории мы должны защищать. Сергей, вы участвуете в семинар, собственно, по защите сакральных мест. Насколько эта тема актуальна для вашей республики? Она, естественно, актуальна, и мы давно занимаемся этим вопросом. В 2008 году у нас был принят одним из первых в Российской Федерации закон о регулировании отношений в области нематериальной культуры, в рамках которого мы составляем этнографическую карту, где отмечаем сакральные места, важные места для людей, проживающих на территории Республики Алтай. Вот. И для нас, когда мы провели опрос, на сегодняшний день у нас есть 372 сакральных места. Но это вершины гор, родовые вершины гор, целебные источники, также куда ходят, поклоняются. Вот. И, соответственно, мы их наносим на карту и будем в последующем закреплять их, прописывать правила поведения на этих территориях. Вот, что, допустим, у нас есть Аржансу, это целебный источник в деревне, где я родился, недалеко, в Кокоре. Там построены домики для удобства посетителей. Туда приезжают люди, когда Аржан набирает силу, это особенно осенью. Вот, там проживают, лечатся. Вот такие у нас проводятся мероприятия. Тут добавлю, Сергея, они немножко находятся впереди нас, они подготовили реестр сакральных территорий Республики Алтай, пока у нас такое только намечается. Немножко впереди. Да, немножко впереди, поэтому есть и у нас чему и учиться у них, а у них у нас. Какой-то вот опыт. Да, как раз перенимать. семинар совещания, и мы надеемся обменяться. То же самое, как касается наших коллег из Хакасии, из Тувы. И думаю, что это будет полезно для всех нас. А сколько всего республик принимает участие? Республика Тыва, Республика Хакасия и Республика Алтай. То есть эти родственные республики, мы все знаем, что некоторые корни народов Якутии свое начало берет из алтайской земли. Это все доказано исторически, и мы думаем, что мы возвращаемся в какой-то степени к своим исконным территориям. Прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после нее мы вернемся, продолжим разговаривать про, собственно, семинар, про проблематику вообще вопроса. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Отопительный сезон начался в 20 районах Якутии. Частично запуск тепла произведен еще в 5 районах и городском округе Жатай. В столице республики с 1 сентября отопление подано в социальные учреждения. С 5 сентября начался запуск тепла в жилые дома. В центральных, западных и восточных районах республики запуск отопительного сезона должен завершиться до 11 сентября, а в Южной Якутии до 19. На сегодняшний день подготовлено 94% котельных. Также готовы 89% тепловых сетей и 90% канализационных сетей. Общий процент готовности объектов по республике составляет 90%. На особом контроле министерства и надзорных органов находится получение паспортов готовности муниципальных образований. Сроки оформления паспортов готовности к работе в осенне-зимний период составляют для потребителей тепла до 15 сентября. Для теплоснабжающих организаций у нас сроки составляют до 1 ноября, для муниципальных образований до 15 ноября. Отмечаем, что решения в начале и завершении отопительного сезона у нас принимают муниципальные образования в соответствии с установленными нормативными сроками. В ноябре прошлого года ожоговое отделение Республиканской больницы номер 1 Центра экстренной медицинской помощи было преобразовано в ожоговый центр. По табелю оснащения в ожоговых центрах должен находиться аппарат гидрохирургической кавитации ран. При проведении операций с использованием гидроножа значительно сокращается количество дней, которые пациент проводит в больнице, за счет возможности проводить операции на ранних стадиях ожогов любой сложности. С ноября при помощи гидрохирургической
хирургического аппарата проведено более 30 операций. Врачи отмечают, что раньше пациент с 30% ожогов проводил в больнице в среднем 2,5–3 месяца. Сейчас же, после операции с применением гидроножа, выписка происходит уже через месяц. Принцип действия аппарата – это через компрессор, который стоит в самом аппарате, подается под высоким давлением физиологический раствор стерильный и выходит через сопло ручки манипулятора, срезая тем самым тонкие слои некротических тканей, патологических грануляций, подготавливая рану к закрытию пересадки кожи, например. Да? И тем самым сразу идет аспирация некротических тканей, патологических жидкостей, бактерий. Рана становится практически стерильной. Председатель правительства Андрей Тарасенко ознакомился с работой Якутопторг. На теплоход Михаил Мальчиков завезли партию рыбы на 400 тонн для продажи в розницу. Реализация продукта будет по доступной цене, подчеркнул Тарасенко. На обратном пути теплоход доставит в северные районы овощи, фрукты и социально значимые продукты питания, также по приемлемой цене. Руководитель отметил, что до конца текущего года есть запас продовольствия для арктических районов. Также по итогам посещения базы дал ряд поручений для улучшения логистики и озвучил будущие планы Якутопторг. Сегодня проехал посмотреть, как сегодня мы запасы сделали. Мы создали на год запас продуктов питания. Такой сделали для республики. То есть на любые чрезвычайные ситуации, любые задержки продукции или там не поступление продукции, там муки и так далее. То есть мы сделали специально от числа населения 10%, ну, то есть чтобы мы могли прожить без завоза сюда в течение 3 месяцев. Утро Якутии. Мы перед нашей короткой паузой обсуждали вопрос, собственно, семинара, который в эти дни проходит. А семинар совещаний по сохранению сакральных мест. Все правильно. И изучению в том числе. И мы продолжаем эту беседу. Поговорили, в принципе, и о сакральных местах Алтая, и в нашей республике. Но главный вопрос в любом семинаре совещании, в любой теме, это, конечно, проблематика, с какими трудностями можно столкнуться сегодня при работе с темой сакральных мест, то есть поиск их, может быть, идентификация, как-то внесение, опять же, охрана. С поиском вообще проблем нет. Люди знают из древности, куда ходили поклоняться, и какие места для них являются священными. Вот. Проблема в том, что терминология не включена в федеральные законы. Да. И мы, как регион, можем принимать законы только те, которые не противоречат федеральным законам. Соответственно, мы сейчас работаем у себя над нормативными актами и выходим на федерацию, чтобы там тоже помогли, включили эти термины в федеральный закон. Тогда будет проще работать. Ну и, естественно, финансирование, как без этого, тоже много объектов, и нужны большие деньги. Вот. Но другое дело, что население здорово помогает в сохранении. Вот. И, например, у нас тоже Госсобрание Курултай принимает законодательный акт, ужесточает административный кодекс о том, что люди приезжают, пишут на камнях, рисуют, что здесь был там Новосибирск или любой другой город. Почему-то люди стремятся оставить память такой негативный. И вот общественные организации собираются и осенью это все стирают с помощью песку, строим огромную силу, конечно, тратится. Николай, у нас схожие проблемы? Да, примерно схожие, как и в общем, но своя специфика все-таки есть. Если у них вопросы по петроглифам, по писаницам остро стоит, довольно-таки остро, у нас именно по антропологическому воздействию, то есть туризм, промышленность, строительная отрасль очень сильно в республике развивается, и все это налагает своего рода проблему. То есть мы уже сегодня имеем такие моменты, когда места проведения сыха ушли под частную собственность, то есть стали просто дворовыми территориями частных участков. Мы знаем, что строятся дома и новые участки на могилах наших предков, в древних захоронениях. И мы знаем то, что до того туризм, местность Кулаты, в частности, очень сильно развитие туризма в свое время, позапрошлом году, привело к разрушению культурного слоя. То есть просто-напросто
колея, все появляется, машина, все там перестал что-либо расти, мы его загородили, и сейчас он цветет. То есть такого рода проблемы у нас в общем. Ну, самая такая задача наша, вчера мы заключили соглашение с главой Намского района Юрием Никентьевым Слепцовым о взятии под охрану священных территорий Намского улуса. На подходе заключения соглашения с Червчинским улусом. Таким образом мы совместим наши усилия и будем охранять, потому что это долгий, сложный и дорогой процесс. Взятие под охраной, вся эта документация, экспертиза и так далее, это долгий процесс. И одному департаменту или одному улусу, тем более общественной организации, это довольно-таки непосильный труд. Да. У Сергея тоже примерно такая же ситуация. Семинар совещания состоится уже сегодня, да? Начинается. Могут ли просто жители принять участие? Да, сегодня, завтра, послезавтра мы проводим мероприятия и совещания. Всех, кто интересуется, мы приглашаем завтра в 10:00 в актовом зале Дома правительства номер 2, после обеда с 14:30 в историческом зале Национальной библиотеки. Мы будем там круглый стол проводить, выслушаем экспертов, специалистов научного сообщества, как нам защищать дальше наши исконные территории. Ну и завершая нашу беседу, такой, наверное, ну, может быть, пускай банальный вопрос, тем не менее, чего от этого семинара ожидаете вы? Ну, прежде всего, посмотреть, как наши коллеги и регионы развиваются, как продвинулись далеко. И, конечно, очень важен обмен опытом. Посмотреть. Ну, для нас интересно, как в Якутии сохраняют здания, сооружения регионального значения, да. Да, у нас получить опыт, опять же, ну и дать импульс дальнейшей нашей деятельности, работе. То есть без импульса, без опыта совместного, без совместных усилий сложно. Действительно. Да. Пусть так и будет. Сергей, Николай, огромное спасибо за такую интересную беседу этим утром. Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. Новая учебная неделя продолжается в столице региона. Так за новые парты сели не только учащиеся школ столицы, но и студенты средних специальных учебных заведений. Так в колледже технологии и связи появилось сразу две новых мастерских, благодаря которым студенты колледжа теперь могут моделировать и шить одежду высокого качества. Ведь на аналогичной технике шьют и моделируют одежду мировые бренды. Более подробно о новых мастерских и технике мы расскажем вам в следующем материале. Студентам колледжа технологии и дизайна с этого учебного года моделировать и шить одежду стало еще проще. Ведь здесь с 1 сентября заработали две новые мастерские. Мастерская моделирования и мастерская швейного дела. Отныне студентам нет необходимости моделировать одежду под общие стандарты. Теперь в новой мастерской, благодаря современным технологиям, можно разработать тот или иной костюм по личным параметрам. Программа очень обширная. Здесь создаются отдельно аватары, лекала, и отдельно создаются материалы, пуговицы, нитки, и все это собирается в одно изделие единое на аватаре. Проводится примерка виртуальная, то есть мы смотрим, как на аватаре сидит одежда, можем вносить какие-то правки, и потом уже, когда лекала готовы, мы можем их отправлять на печать. То есть измерять, клеить и рисовать больше не надо. Компьютер все рассчитает и выведет это на специальном принтере. Как нам сказали студенты, новая программа смоделирует абсолютно все ваши пожелания, начиная от ткани, заканчивая молниями и другими дополнительными аксессуарами. Потому что здесь можно создавать вещи, которые невозможно сейчас в реальности шить. То есть можно летающие ткани создавать, какие-то металлические элементы, разные формы, какие-то светящиеся нитки можно использовать. И это тоже для дизайнеров очень хорошо. И все это теперь можно сшить в следующей мастерской. В мастерской швейного дела в этом году тоже закупили новые машинки, отвечающие всем современным стандартам. В новой технике в основном появился, экранчик цифровой, на котором можно регулировать разные функции. Но в основном все равно настраивается вручную, заправляется так же, но довольно-таки это удобно.
Функциональный ряд этих машинок действительно поражает. И педагоги уверены, что качество изделий студентов колледжа отныне будет еще более высокое. Ведь на таких машинках сегодня шьют свои изделия мировые бренды, начиная от Адидаса, заканчивая Zara и Helly Hansen. Ведь многие выпускники колледжа мечтают стать не только дизайнерами одежды, но и открыть свой магазин. Мечтаю быть дизайнером, всегда восхищалась своими родителями, как они шьют там. И все это с детства идет. Я восхищалась своей мамой, как она шьет. Мне очень это нравилось, и постепенно сама я начинала шить примерно с 15 лет. И решила поступить сюда, в колледж. Новые мастерские дадут студентам сделать еще один большой шаг навстречу к мечте. Ведь это лишь начало. И, возможно, в будущем, благодаря таким нововведениям в образовании, у нас появятся и свои именитые модельеры и дизайнеры одежды. Дмитрий Тымыров, Семен Гаврильев, Якутск. Мы вчера рассказывали в нашем выпуске, что на улицах города Якутска горожане заметили робота. Он очень полюбился детям, взрослым. Все захотели с ним пообщаться, сфотографироваться, в чем робот, конечно, не отказывал желающим. И, как мы говорили, это была акция от регионального банка «Алмаз-Эргиенбанк». И сегодня у нас в гостях тот самый робот, мы тоже захотели с ним познакомиться поближе, а также представитель банка Дмитрий Скворцов, который расскажет нам более подробно о том, в чем же это чудо-робот, какая у него цель. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Что это за акция, да? Вот конкретно мы понимаем, что это акция, что робот не просто ходит. Да. Ну, во-первых, я хотел поздравить всех школьников и студентов с началом учебного года. Вот, и также, наверное, их родителей, потому что учеба это как бы такой семейный всегда труд. Вот. И приурочено к 1 сентября мы создали такой чудо-робот Cosplay, соответственно, для того, чтобы, с одной стороны, создать такой элемент неожиданности, да, то есть, когда встречаешь такого робота, то всегда он привлекает внимание, да, а с другой стороны, привлечь внимание к проекту «Карта жителей Якутии», чтобы в такой форме, скажем так, в такой игровой форме, да, но это в основном, конечно, относится к молодежи, им это нравится такого плана, как бы все акции, да, и они это очень хорошо реагируют. Вот как раз видим, как вот вчера, да, наши коллеги поймали робота вместе с его создателем Аялом на улицах города. Да, соответственно, это совместное такое творчество Аяла Федорова и банка. То есть мы совместно придумали такой персонаж, и, соответственно, его можно встретить на улице, да, как бы он даже может что-то рассказать, там что-то показать, да, и в общем не бойтесь, подходите, наоборот, общайтесь, он с удовольствием с вами пообщается. Вернемся к повседневным заботам, хоть мне уже 3 минуты хочется процитировать одно фактически культовое произведение кинематографа. Уже, если вы это смотрите, вы и есть сопротивление. Все мы знаем, что это за фильм, да, действительно культовый и мощный. Но вернемся к повседневной жизни. Действительно, карта жителей Якутии. Мы сейчас знаем, что, во-первых, по карте жителей Якутии сегодня можно экономить на проезде. Да, много преимуществ у нее. Начнем с проезда как раз-таки. Да, совершенно верно. Вы знаете, прежде чем рассказать про акцию, да, я буквально 2 слова хочу сказать, что общаясь со многими людьми, со многими потенциальными владельцами, у некоторых сложилось такое впечатление, что карта жителей это в основном для льготных категорий, то есть она представляет какие-то льготы, скидки, определенной категории. И как раз наша акция, она призвана немножко расширить эти горизонты, понимание, да, что в самом названии «Карта жителя», да, она все-таки действительно карта каждому жителю. Для каждого. Да. И, соответственно, с 1 сентября у нас появился робот, и параллельно мы запустили акцию. Эта акция заключается в том, что любой владелец карты жителей Якутии и владелец мобильного телефона, в котором установлено мобильное приложение
Мир Pay или Samsung Pay, с любой карты МИР, получает скидку 8 рублей при проезде на транспорте. Соответственно, в настоящий момент к проекту подключен все перевозчики города Якутска. Причем это касается городского, пригородного и межулусного. Да. И также подключены 8 районов: Мирнинский, Ленский, Кобяйский, Нюрба, Нерюнгри, Ленский и Верхневилюйский. Это все вот эти районы, они подключены к автоматизированной системе оплаты проезда. И как раз вот эта система позволила реализовать технически вот этот механизм предоставления скидки при оплате карты. И, наверное, этот список будет пополняться, да? Да, этот список будет пополняться, но параллельно. То есть сама акция проходит до конца года, да, то есть и по мере подключения новых территорий, да, то есть новых перевозчиков, автоматически они будут в эту акцию попадать. Получается, чтобы воспользоваться, так сказать, предложением, нужно обязательно иметь карту жителя Якутии. Да, нужно либо оформить карту жителя Якутии, которая как раз позволяет в виде пластиковой карты, да, то есть получить эту скидку. Либо, как я уже сказал, привязать любую карту МИР к приложению Мир Pay или Samsung Pay, который необходимо установить. Просто здесь нюанс какой, что для владельцев телефонов Apple такое приложение установить невозможно, да, потому что в свете всех последних ограничений. Да. Поэтому вот именно с помощью телефона могут воспользоваться те, у которых приложение, то есть у которого телефон Android, на базе Android. А карта жителя Якутии доступна всем, то есть может любой желающий оформить, да, и спокойно получать скидку по 8 рублей. Здесь еще какой момент, да, то есть эта скидка предоставляется при оплате именно банковским приложением карты жителей Якутии, потому что на карте есть еще второй кошелек, транспортный кошелек, да, но как раз по транспортному кошельку скидка не действует, а именно действует при оплате по банковской. То есть, допустим, на территории города Якутска оплата проезда будет стоить 25 рублей. То есть вместо 33, как сейчас все экономия платят. Такая нормальная, да? То есть получается, нужно отключить транспортный кошелек? Смотрите, сейчас мы сделали каким образом, что все новые карты при их оформлении, у них сразу активный банковский кошелек, да, и по всем старым картам, если люди, скажем так, не пользовались транспортным кошельком, то мы их автоматически для удобства пользователей переключили на банковский кошелек. Те, кто раньше пользовался транспортным кошельком, соответственно, им нужно будет переключить транспортный кошелек на банковский кошелек. Смотрите, в принципе, на самом деле экономия-то хорошая получается. Если к примеру, весь год будет такая история, что по карте жителей Якутии оплата 25 рублей, это примерно 1500 рублей в год экономии денег. Поэтому резонный вопрос, как оформить карту жителя тем, кто ее еще не оформил, потому что такие люди тоже есть. И мы можем даже на экранчике показать, наверное, как выглядит, да? Там можно что-то как-то работает? Нет, да? Да, это статичная, статичная заставка, да, но в принципе можно эти заставки будет менять, но пока он в таком виде, и здесь видите, как раз показано, это сейчас я еще два слова тоже скажу, скидка 20% по карте жителей Якутии, это именно скидка в сети торгово-сервисных предприятий, это еще отдельных акция, да. Возвращаясь к вопросу, как оформить, да, значит, на сегодня карту можно оформить либо в МФЦ, либо в отделении банка, либо есть специальный портал проекта, да, там, где вы можете в электронном виде подать заявку и получить карту. Получение карты в отделении банка в том, в котором вам удобнее, то есть вы укажете в качестве получения, и карта будет готова буквально в течение 1-3 дней. Какие еще преимущества у карты жителей Якутии? Да, я уже выступал где-то в марте, да, то есть я уже это рассказывал, какие преимущества есть, да, то есть мы, сейчас я еще раз повторю, но мы продолжаем, то есть в течение этого полугода мы тоже сильно продвинулись, то есть чтобы продукт не был статичным, а именно постоянно добавлял какие-то новые сервисы. Да, развивался. Соответственно, мы сейчас запустили с нашими партнерами, а у нас партнеры
партнеров больше 250 сейчас партнеров в системе, да, то есть это те торгово-сервисные предприятия, которые предоставляют те или иные скидки для различных категорий. Опять-таки, не только для льготных, и для обычных жителей, то есть, у которых нет никаких льгот, эти скидки предоставляются. Вот, соответственно, у нас уже прошло порядка 20 акций с партнерами, скидка 20% при предъявлении карты жителей Якутии. То есть это очень большая скидка, да. То есть партнеры ее дают на определенный тоже какой-то промежуток времени, 2 недели, 3 недели. Вот. Но скидка очень существенная, то есть мы про нее сообщаем, да, то есть доводим до владельцев, соответственно, либо пуш-сообщениями, либо еще как-то. Вот. А что еще из преимуществ? Да? Из преимуществ, соответственно, по карте вы получаете гарантированно 1% кэшбэка при оплате по карте. И, на все операции. Да, на все покупки. Да, то есть, вот если вы совершаете покупку по этой карте, то вы получаете 1% гарантированно. И плюс у Халмаз-Регенбанка есть своя система лояльности, свои. Программа лояльности свои, да. Соответственно, в ней тоже сейчас больше 800 партнеров, и там вы можете получить кэшбэк от 1 до 15%. То есть, в принципе, 1% плюс вот это до 15%. Плюс, если вы еще участвуете, попадете в магазин, который еще и скидку предоставляет 20%, то скидки могут суммироваться. Даже так. Это, кстати, редкость. Сергей, можем вернуться к нашему роботу, да. Увидев его на улице, мы можем всю эту информацию услышать от него? Робот, он разговаривает? Робот, ты говоришь? А робот говорит, да, то есть, сейчас просто мы в эфире, то есть он говорит, то есть он может, давать информацию и даже что-то комментировать, если ему какие-то вопросы задают. То есть это такой, живое существо, это полноценный житель республики. А насколько сложно сейчас его попросить что-то сказать, то есть как активируется его функция голосовая? Робот нам улыбнулся. И так загрустил, опустил голову. Видимо, есть что сказать. Но я думаю, люди еще не раз его встретят на улице и лично с ним пообщаются. Спасибо большое. Ну а сегодня в нашей рубрике, посвященной столетию образования СССР, мы расскажем об истории возведения города Якутска. Когда появились первые каменные дома и где стоял раньше памятник Ленину. Да, подробнее далее. Доброе утро, уважаемые телезрители! И мы с вами продолжаем нашу рубрику, посвященную столетию якутской автономии. Сегодня мы поговорим уже немножко о вещах более приближенных, особенно для жителей города Якутска, то есть о градостроительстве. Как мы все помним, в 30-е годы у нас постепенно город становится все шире и шире, то есть больше и больше. Но одновременно с этим стоит отметить то, что тогда город был преимущественно деревянным. И, естественно, перестройки этого города помешала в том числе Великая Отечественная война, потому что принимались различные архитектурные, генеральные архитектурные планы, по которым город вообще должен был быть перестроен. Но уже после того, как война кончилась, уже появились новые возможности. В 50-е годы у нас начинается уже активное каменное строительство. Главным образом это у нас дома, которые мы называем сталинками. Одновременно с этим стоит отметить то, что хоть и эти дома мы называем сталинками, в 1955 году на уровне Центрального комитета КПСС принимается постановление об устранении излишеств в строительстве. И можно сказать то, что с этого момента у нас те здания, которые у нас строятся, они постепенно начинают все больше и больше упрощаться. В центре города, естественно, до 50-х годов, в районе нынешней площади Ленина, там, где сейчас располагается фонтан, стоял такое большое здание, гостиный двор, которое потом было снесено, и на его месте была образована уже новая площадь. В отличие от нынешнего времени, допустим, если мы будем говорить о расположении отдельных памятников, то есть мы говорим о памятнике Ленину, раньше он располагался не перед зданием нынешнего Дома правительства 2, а напротив. Этот памятник был уже немножко другой, он отличался от нынешнего. Наконец-то город получил благодаря этому новую площадку для проведения митингов, для проведения каких-либо праздничных демонстраций, для проведения официальных мероприятий. Ансамбль площади Ленина начинает дополняться каменными зданиями. Это у нас здание на углу Кирова
и проспекта Ленина. Начнет дополняться зданиями уже вот в 60-е и 70-е годы. Вот будет построен, собственно говоря, сам Дом правительства 2, то есть обком партии тогда еще. Начнется строительство, в том числе и здания производственного объединения Якутзолота, здание универмага уже в 60-е годы, вот здание политпросвета, которое сейчас нынче является детской школой искусств. Ну и, собственно говоря, вот если мы идем на угол уже Кирова-Ярославского, у нас там будет строиться еще и здание Якутской республиканской типографии имени Юрия Алексеевича Гагарина. То есть мы можем говорить о том, что нынешний центр города, который мы сейчас имеем, он именно закладывался в это время, в 50-е, 60-е годы. Вот такие познания. Такие познания, да. Тем временем приближается юбилей столицы, 390 лет уже в эти выходные. Все, отмечаем, классно, и салют будет, мы об этом говорили в понедельник. Тем не менее, в течение недели мы продолжаем рассказывать про исторические факты становления города Якутска. И сегодня в нашей временной рубрике «Факты о Якутске» узнаем про исторические даты века XIX. 1805 год. Якутск становится центром Якутской области. 1807. В городе случилось большое наводнение. Оно причинило немалый вред Гостиному двору и его району. Через 2 года наводнение повторилось. 1822 год. Образован Якутский пеший городовой казачий полк, возглавляемый атаманом. 1826 год. В городе построена соляная лавка. В 1826 году в Якутию начали прибывать декабристы Александр Бестужев, Захар Чернышов, Семен Краснокутский. В 1838 году в городе насчитывалось 74 торговые лавки и 27 балаганов. 44 лавки были специальные, хлебные. В 1843 году открылась первая гражданская больница на 40 коек. 1859 год. В кафедральном соборе торжественно завершено первое богослужение на якутском языке. Евангелие на якутском языке читал сам архиепископ Иннокентий. В 1879 году случился огромный пожар по набережной улице, ныне Чернышевского. Дотла были уничтожены лучшие дома города – чиновника Зинцова, купцов Кушнарева, Монастырева, Харитонова, Лукина и других. 1891 год. В одном из помещений каменного гостиного двора был открыт музей, который в дальнейшем, быстро развиваясь, явился прекрасным и научно богатым Якутским областным музеем и стал гордостью города. Ну а о мероприятиях, приуроченных к Дню города, да, к юбилейному, мы поговорим чуть позже в нашей студии. Ожидается гость, поговорим о фестивалях, которые будут проводиться в эти выходные. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из службы новостей, после чего снова встречаемся здесь. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события. В Якутии впервые выделят стипендии для поддержки культурного наследия. Стипендиатов отберут среди аланхасутов. Об этом сообщила заместитель министра культуры и духовного развития республики Марина Силина. Стипендиаты среди носителей традиционного культурного наследия будут впервые объявлены в Якутии в ноябре. Отбор пройдет среди аланхасутов, Запевал Асохая и Кузнецов. Напомним, что в июне этого года глава Якутии подписал указ, согласно которому 7 аланхасутам, 7 Запевалам Асохая и 7 Кузнецам, как носителям традиционного культурного наследия, будут учреждены ежемесячные стипендии в размере 30 тысяч рублей. В республике будет создан Национальный корпус якутского языка. Это уникальный проект, который будет реализован в рамках государственной программы сохранения и развития якутского языка совместно с преподавателями Института языка и культуры Северо-Восточного федерального университета, Арктического института культуры, а также ученых гуманитарного института. Корпус национального якутского языка – это электронный запас текстов, который будет распознавать, анализировать, проверять и переводить сам компьютер. Для этого в программу
программы включат тексты по стилю и жанру, и видео-аудиоматериалы. Чем больше их будет, тем быстрее будет работать компьютер с якутским текстом. Сейчас начался первый этап реализации проекта, где идет работа по созданию морфологического анализатора якутского языка. Корпус представляет собой массив текстов, который будет отражать весь словарный запас, можно сказать, якутского языка. И на основе этого корпуса впредь в будущем будут создаваться компьютерные программы. На данный момент разрабатывается интерфейс и создается программная оболочка. И также я конкретно со своим магистрантом разрабатываем компьютерную программу. Называется она «Морфологический анализатор языка саха». Направление IT уже на протяжении нескольких лет держит планку одних из самых востребованных профессий. В цифровом центре образования детей IT-Куб прошел фестиваль «Техносфера». Программа фестиваля включала в себя 6 мастер-классов и 4 игры, которые проводили сами педагоги центра. У участников фестиваля была возможность изучить 3D-моделирование, создать свою аватарку в программе Photoshop за 4 минуты, узнать язык программирования, а также изучить введение в искусственный интеллект и поучаствовать в игре, сутью которого являлось прохождение лабиринта, используя роботов. Участниками фестиваля были школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Приняло участие очень много детей, начиная от малышей, начальных классов, даже дошкольников и, конечно, заканчивая старшеклассниками. И мы видим, что на самом деле сегодня это знаменательное событие, потому что это как раз те ребята, которые уже через 10 лет на круглый юбилей города Якутска будут формировать повестку развития нашего города. Поэтому мы рады тому, что наши дети вместе с родителями очень интересуются техническим творчеством, информационными технологиями, потому что именно в этом мы видим перспективу развития нашего родного города. Микрорайон Северный в Ленске готовится к расселению. Этим домам всего 20 с небольшим лет. Они возведены после наводнения 2021 года, но многие из них просто рассыпаются на глазах. Стены проваливаются, а пол гниет. Причиной тому грунтовые воды, которые бьют ключами из подполья в некоторых квартирах. Наш телеканал неоднократно рассказывал о проблемах жителей микрорайона Северный в городе Ленске. Однако руководству города удалось включить в программу переселения 14 домов. И на данный момент специальная организация занимается обследованием остальных 52 домов для признания их аварийными. Сегодня мы заключили муниципальный контракт с конца июля. Эта организация обследует все дома на микрорайоне Северный. Планируем, что 15-20 сентября все эти работы будут закончены. Ну и, скажем так, к концу сентября будет принято решение о признании этих домов аварийными. И мы будем в дальнейшем решать судьбу этого микрорайона, имеется в виду, для того, чтобы их включить в программу переселения, начать строить новое жилье и переселять людей. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Спасибо, Надежда. Мы продолжаем. Посвящаем наши выпуски в юбилейной дате нашего любимого города Якутска. Напомним, что что в этом году Якутску исполняется 390 лет. И в начале этой недели у нас была в гостях Индира Ли, руководитель управления культуры администрации города Якутска. Она рассказала в целом о программе празднования Дня города в этом году. Сегодня у нас в гостях Владимир Владимирович Аржаков, заместитель главы города Якутска. Он нам расскажет о фестивалях, которые пройдут в эти дни в столице региона. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, сколько всего фестивалей запланировано в рамках празднования именно Дня города, по какой тематике все они пройдут? Так, у нас, получается, нынче запланировано 2 фестиваля. Вот первый фестиваль у нас пройдет 10 сентября. В 11 часов начнется на территории усадьбы Атласовых. Но, пользуясь моментом, хотелось бы выразить огромную благодарность от имени руководства города, окружной администрации, семьи Атласовых, который ежегодно по возможности проводит это мероприятие. Вот. Ну и основной задачей данного мероприятия является то, что это пропаганда ухи, рыбных блюд. И оценивается то, что у нас много разнообразия поваров, блюд, которые у нас будут оцениваться. И будут ценные призы. И в основном это, как
основные критерии оценки: визитная карточка команды, вкусовые качества, оригинальный рецепт, оформление, подача блюда. Вот. И также могут участвовать команды, это общепита, общественное питание, и любительские команды тоже могут участвовать. Вот. Поэтому, они в разных категориях оцениваться будут? Ну, там у нас свои критерии оценки имеются. Вот. Будут хорошие призы денежные, вот, поэтому мы приглашаем всех на этот фестиваль, получается. Вот. Ну и по завершении фестиваля данная продукция уже будет продаваться за небольшие деньги. Будет возможность попробовать все блюда из рыбы. А еще один фестиваль, сказали, что будет два, вот сейчас сказали про плюс фестиваль. У нас фестиваль ярмарка «Вкусноград», вот, где впервые у нас будет проводиться фестиваль уличной еды. Вот, и данное мероприятие «Вкусноград» у нас проводится не первый год. И он будет проходить по улице Хабарова, возле площади Победы. Вот, и будут участвовать, опять же, работники сферы общественного питания, которые будут пропагандировать кулинарное искусство, современные направления, технологии в сфере сервиса. И обязательно должен происходить обмен опытом. Вот. И будет оцениваться в основном высокое профессиональное мастерство, самое оригинальное блюдо, вот, и блюдо, изделия, посвященные как раз юбилею нашего города, 390-летию. Вот. И данный фестиваль демонстрирует творческие способности наших команд, вот, и оценивать будет у нас ассоциация гостеприимства, вот, наша, вот, будут представители ассоциации гостеприимства, ну и в составе жюри буду я. Ну вот мы так понимаем, оба эти фестиваля, они фактически на свежем воздухе будут проходить в случае непогоды. Что-то предусмотрено? В случае непогоды в основном это будут палатки, вот, и мы надеемся, что погода нам поможет. А это все фестивали? Два фестиваля. И получается, у нас еще будет проходить выставка ярмарка местных товаропроизводителей. Это по улице Романа Дмитриева, 202 микрорайон, напротив торгового центра «Кашалот», вот, где будет проходить именно выставка продажи местных товаропроизводителей. Ну вот, говоря про фестивали, мы уже сказали, что любительские команды тоже могут, допустим, в фестивале ухи любительские команды могут принять участие, а в фестивале вот уличной еды, ну, назовем его так. Да, в основном это организация общественного питания. Но любители также могут. Что для этого нужно сделать вот, простому человеку, хочет прийти попробовать свои силы? Планируем, что на фестивале уличной еды у нас переменно будет 20 команд. Вот, на сегодняшний день мы знаем, что подалось около 10, вот, поэтому все это приветствуется, конечно, участие. Главное, чтобы желание было у людей, вот, и главное, чтобы наши жители все это хорошо оценили. Наверное, стоит сказать, да, в какие числа пройдут первый и второй фестиваль. Первый фестиваль у нас проходит 10 сентября в 11 часов, как было сказано, на усадьбе Атласовых. И второй фестиваль уличной еды «Вкусноград», он пройдет 11-го, площадь Победы, вот, и в 10 часов, и параллельно будет выставка товаропроизводителей местных. Здорово, целых 2 дня можно посетить. Ну и завершая нашу беседу в преддверии праздника такого, ну, большого, крупного, юбилейного, ну, ваши поздравления для всех горожан. Еще раз хотелось бы поздравить наших горожан, жителей города Якутска, от имени руководства, от имени главы города Якутска Евгения Николаевича Григорьева. Ну и в рамках юбилея города у нас параллельно проводится форум «Старт 4.0.0», посвященный уже 390-летию города Якутска, и который будет предусматривать все будущие аспекты развития города Якутска до 2032 года. Спасибо большое. Ну, а мы, дорогие телезрители, также вас поздравляем и завтра встретимся. Увидимся.